Русский философ, поэт и мистик Владимир Соловьев многими современниками считался провидцем. Поэтому, когда в 1894 году он написал свое знаменитое стихотворение «Панмонголизм», оно прозвучало как грозное предупреждение о грядущих событиях, ожидающих Россию. Судьбою павшей Византии мы научиться не хотим. И все твердят льстецы России: ты третий Рим, ты третий Рим. Пусть так, орудий Божьей кары запас еще не истощен, готовит новые удары рой пробудившихся племен. Стихотворение прозвучало в тот период, когда ничто не предвещало будущих потрясений. Бурная эпоха реформ Александра II сменилась периодом стабильности Александра III. Россия во время правления последнего ни разу ни с кем не воевала. Царь значительно облегчил положение крестьянства. Экономика, благодаря протекционистской политике правительства, бурно развивалась. Однако, в обмен на улучшение материального положения народа, власть взяла курс на консервацию существующей политической системы. Чрезвычайные полномочия, которые получили административные органы и полиция по положению о мерах к охранению государственного порядка, принятому царем сразу же по восхождении на престол, нейтрализовали активность революционных организаций. Но, как показала жизнь, лишь временно. Александр III издает манифест о незыблемости самодержавия, призвавший подданных служить верой и правдой к искоренению гнусной крамолы и давший им понять, что никаких изменений в политической системе не будет. В это время в Европе шел бум строительства национальных государств по типу «одно государство, одна нация». Поэтому идеологией многих монархий стал официальный национализм. Как писал британский политолог Бенедикт Андерсон, Романовы вдруг открыли, что они оказываются великороссы, Ганноверы, что они англичане, Гогенцоллерны, что они немцы, хотя монархи названных династий приходились друг другу кузенами. В Российской империи был взят курс на ассимиляцию нерусских народов, чего дотоле никогда не бывало. Бенедикт Андерсон, профессор Корнеллского университета. Лишь в годы правления Александра III 1881-94 русификация стала официальной политикой династии. Гораздо позже, чем в империи, появились украинские, финские, латышские и иные национализмы. Таким образом, политика правительства лишь ускорила процесс пробуждения национальных окраин. Ко времени правления следующего императора Николая II в обществе накопился достаточный объем недовольства отсталыми институтами государственной власти. Остро стояли крестьянские и национальные вопросы. Как итог, возникло оппозиционное движение. Либералы объединились в нелегальный союз освобождения. Более радикальные элементы сосредоточились в рядах партии социалистов-революционеров, или эсеров. Эти две организации стали авторами революции 1905 года, разбудившей, в свою очередь, национальную окраину России для борьбы за свои права. В том же 1905 году была создана Всероссийская мусульманская партия «Иттифак аль-Муслимин», то есть «Союз мусульман», программа которой была близка платформе либеральной партии кадетов, то есть конституционных демократов. Члены Иттифак аль-Муслимин были представлены мусульманской фракцией Государственной Думы, учреждение которой стало главным итогом революции 1905 года. Прямо скажем, что до событий февраля 2017 года ни один депутат Государственной Думы из числа мусульманских депутатов, ни какая-то группа мусульман, которые входили в состав Государственной Думы, не предложили каких-либо внятных предложений, связанных с общественно-политическими изменениями в стране и, скажем так, улучшением жизни мусульман в каких-то новых форматах. Отражением настроений, господствовавших среди мусульман Урала-Поволжья, стала книга Мурада Рамзи, автора башкирского происхождения, но писавшего на арабском языке. Историк критиковал царское правительство и церковь за политику русификации и христианизации, выступая за идею тюркского единства. Он воспевал прошлое тюрков и упрекал европейских и российских авторов за тенденциозность в освещении их историй. Неудивительно, что его сочинение «Талфик аль-Ахбар», изданное в 1908 году, было запрещено цензурой.
Исторический дискурс является отражением национального самосознания народа. История государства российского Николая Карамзина возвестила о созревании русского национального самосознания. Башкирская идентичность долгое время затушевывалась панисламскими и пантюркскими идеями. Башкирские авторы XVIII-XIX веков, как правило, описывали историю своего конкретного клана в контексте истории империи Чингисхана. Таковыми были башкирские поэты-просветители Мухаммед Аль-Чукури, а также Мухаммед Салим Умедбаев, которые в своих произведениях описывали прошлое своих кланов Ирикты и Табын в контексте их участия в строительстве единого имперского пространства Золотой Орды. Однако затем происходит качественное изменение во взглядах башкирской интеллигенции. Арифуллах Хейков, сын упомянутого Мухаммеда Аль-Чукури, в самом начале XX века пишет небольшое сочинение под названием «Таварих и Башкурдиян ва Ансаб и Ириктавиян», то есть «История башкир и генеалогия рода Ирикты». Он очень четко и очень явственно заявил о том, что язык своих рукописей, для нас абсолютно стандартный старотюркский, он назвал его чисто башкирским, то есть «Тош башкурча». И кроме этого он указал, что его труд остался и остается неопубликованным, потому что он боится насмешек и издевательств со стороны казанской уламы, казанской интеллигенции, казанских издателей. Это достаточно такой важный момент, который показывает, что вслед за национальным самосознанием, вслед за самосознанием этническим возникло и определенное самосознание языковое. Являясь одним из древнейших тюркских народов, башкиры представляли собой не просто давно сложившийся этнос, но народ, обладавший политической субъективностью, собственной юридически закрепленной территорией и общественным устройством. Обращаясь к царю, они писали «Мы – башкирский народ». А когда Арифуллах Хейков назвал язык своих сочинений чисто башкирским, это значило то, что башкиры начали мыслить себя уже не как нацию, которая естественным образом сложилась на фундаменте их древнего самосознания. В отличие от башкир, татарская идентичность была сконструирована в конце XIX века представителями казанской интеллигенции. И здесь на первый план выходит Шахаб-ад-Дин Марджани, который, с одной стороны, очень жестко критикует предыдущие булгаристские сочинения, с другой стороны начинает конструировать собственную историю, одновременно восходящую и к великому Булгару, и к Золотой Орде. И он начинает активно предлагать использовать в качестве этнонима для народов Урала-Поволжья, прежде всего для казанской и мишарской общины, этноним татар. В то время как казанские мусульмане спорили о том, какой этноним им выбрать, булгары или татары, в 1912 году увидела свет работа Мунира Хадыева «Башкорт Тарихы» – «Башкирская история», которая стала свидетельством того, что передовая часть башкирской интеллигенции избавились от плена панисламистских и пантюркистских идей, встав на путь реализации башкирского национального проекта. А что делал в это время Ахмед Заки Валиди, будущий лидер башкирского национального движения? В это время он, как и Мунир Хадиев, писал свою первую книгу, которую назвал «Историей тюрков». Однако в самый последний момент издатели в лице писателя Галимджана Ибрагимова настояли переименовать ее в «Историю татар», то есть выдержать в названии в духе концепта формирующейся татарской общности. В итоге было принято компромиссное решение, и книга вышла под названием «История тюрков и татар». В 1915 году Ахмед Заки Валиди избирается помощником в мусульманскую фракцию 4-й Государственной Думы. Он прибывает в Петербург и окунается в перипетии межпартийных взаимоотношений. Так начинается его политическая карьера. Наконец, грянул 1917 год. Началась русская революция. 300-летняя монархия Романовых канула в лету. В обществе усилилась дискуссия о будущем России, о том, какой она должна быть – унитарным или федеративным государством. Федор Кокошкин – один из основателей партии конституционных демократов, кадетов.
Какая-нибудь маленькая национальность, например, молдаване в Бессарабии, будет также претендовать на те же самые функции, которые имеют другие национальности. Эти функции ей придется предоставить, и Россия окажется изрезанной на множество мелких частиц, в которых целый ряд важнейших функций государственной власти будет постоянно осуществляться обособленно от центра. На схожих позициях стояли и большевики, разрушая широко растиражированный миф о том, что Ленин и его соратники были сторонниками федерализма по принципу предоставления народам России национально-территориальных автономий. Владимир Ленин, Ульянов, лидер РСДРП. Мы, в принципе, против федерации. Она ослабляет экономическую связь. Она негодный тип для одного государства. Хочешь отделиться? Проваливай к дьяволу, если ты можешь порвать экономическую связь, или, вернее, если гнет и трение сожительства таковы, что они портят и губят дело экономической связи. Не хочешь отделяться? Тогда извини. За меня не решай. Не думай, что ты имеешь право на федерацию. Вы прекрасно знаете, вот эту первую русскую революцию, революцию 1905-1907 годов, ведь тогда уже среди мусульман началось брожение. Ну, они тогда там главным образом выступали за реформы в области религии. Ну, прежде всего, они интересовались религиозными вопросами. Но и вот эта проблема тоже поднималась, в том числе даже проблема самоопределения народов уже в 1905 году. Ну, я даже вот интересовался, вот наши вот башкирские отдельные общества, вот Усюрганское, там даже обратились с письмом к депутатам там Госдумы о необходимости реформирования, ну, не только в области религиозной, но и вот образования, культуры, там они поднимали и земельный вопрос. Одной из немногих политических сил, выступавших в защиту права народов на самоопределение и федеративное устройство, была партия эсеров, на страницах печати которой высказывались совсем иные воззрения. Иосиф Акулич, чиновник Министерства земледелия Российской империи. Если американцы уже в 1776 году при всем различии экономических интересов и культурного уровня различных государств союзным договором создали Соединенные Штаты, то неужели мы в 1917 году не можем создать прочного союза областей? Пусть федеральное российское государство примет от отдельных областей – Малороссия, Грузия, Сибирь, Туркестан и так далее – атрибуты суверенитета, но даст оно отдельным областям внутренний суверенитет. Логика революции, опробированная в Англии и Франции XVII-XVIII веков, неизбежно должна была привести Россию к гражданской войне. Глухие тектонические толчки будущего землетрясения уже были слышны, и башкирские лидеры готовились к образованию собственной автономии, способной сохранить самобытность своего народа, да и просто физически защитить население от надвигавшейся катастрофы. Поэтому уже на самом первом форуме мусульман России они решительно выступили с собственной повесткой дня. 1 мая 1917 года в Москве состоялся первый Всероссийский съезд мусульман, который со всей очевидностью обнажил два разных подхода мусульман к проблеме будущего устройства России. Муллаян Халиков, член Башревкома 1919-20 годы, председатель СНК БАССР 1921-25 годы. На первом мусульманском съезде в мае 1917 года башкиры выступили как сторонники территориальной автономии, территориального самоопределения, в отличие от татар, которые являлись руководителями мусульманского движения в тогдашний период и требовали лишь только культурно-национальной автономии. Они, по сути, возглавляли это движение и пытались включить в него всех тюрко-мусульман, проживающих на территории страны. Вот. И таким образом претендовали на главенство в этом движении, чем сильно раздражали других депутатов Первого мусульманского съезда. Вот. И во многом это, скажем, достаточно такая, несколько надменная позиция и демонстрируемое чувство превосходства, оно во многом способствовало тому, что многие депутаты все-таки выдвинули, или, вернее, присоединились к так называемым сторонникам территориальных автономий. Платформу сторонников национально-культурной экстерриториальной автономии или унитаристов озвучил мусульманин из Осетии Ахмедбек Цаликов.
Ахмед Бек Цаликов, писатель и журналист, редактор газеты «Известия Всероссийского мусульманского совета». Федеративное устройство России может затормозить экономическое и культурное развитие страны, а расчленение России на отдельные автономии не разрешит национальную проблему мусульманских народов. Территориальная автономия – тормоз в развитии торгово-промышленной деятельности поволжских мусульман. В конечном итоге на съезде победили федералисты – башкиры, азербайджанцы, крымские татары, туркестанцы. А то, что автономия, как выражался Цаликов, является тормозом для деятельности буржуазии поволжских мусульман, так кого это тогда волновало? Казанские деятели продолжали цепляться за свои торговые сети, раскинутые по всей стране типографии, муфтияты и прочие атрибуты уходящей натуры, и понимая, что ничего этого не будет уже через несколько месяцев. Федералисты одержали верх над унитаристами со счетом 446 голосов против 271. Итогом форума было то, что единое мусульманское движение окончательно почило в Бозе. Теперь каждая народность пошла своим путем. Ахмед Заки Валидов, лидер башкирского национального движения. Попытка казанских татар ограничить работу Всероссийского съезда рассмотрением проблем религии и просвещения, вопросов о муфтиях и шейх-уль-исламах – все это побудило башкир принять решение о созыве своего Курултая в Оренбурге, чтобы обсудить вопрос о земле и национальной автономии. 20 июля 1917 года в Оренбурге, центре одноименной губернии, был созван первый Курултай башкирского народа, на котором было избрано Центральное башкирское шуро, совет. В него вошли 6 человек – Шариф Манатов, Гариф и Ильдархан Мутины, Харис Юмагулов, Сагид Мрясов и Усман Куватов. Ахмед Заки Валиди, вынужденный курсировать между Оренбургом, Ташкентом и Петербургом в связи с организационными делами, не вошел в состав шуро. Но самое главное, съезд принял на вооружение по вопросу дальнейшего политического устройства России, ту резолюцию, которая была принята Первым Всероссийским съездом мусульман. То есть проголосовали за федеративное устройство России, и тогда же было сказано, что они будут бороться за милли мухтарият или собственную территориальную автономию. Там же рассматривался и земельный вопрос. Но они, естественно, приняли свою резолюцию. И по этой резолюции башкиры должны были сохранить свое вотчинное право. И более того, власти должны были вернуть башкирам все земли, которые были расхищены. Второй всебашкирский Курултай состоялся уже в Уфе, административном центре Уфимской губернии, в которой проживало большее число башкир, чем в Оренбургской губернии. Он начал свою работу 25 августа 1917 года. На съезд также прибыли представители национально-культурной автономии тюрко-татар во главе с Хади Атласовым и предприняли последнюю попытку отговорить башкир от ухода в свободное плавание. Хади Атласов – историк и депутат Госдумы второго созыва. Хотя я мишар, но самым любимым моим племенем являются башкиры. Однако получение автономии лишь башкирами невозможно. Верно, Башкортостан сегодня больше и Германии, и Австрии. Однако для того, чтобы иметь нации автономию, ей необходимо в отношении численности и прогресса быть развитой нацией. Вас же нельзя назвать развитой нацией. Если обратиться к цифрам, то в Уфимской губернии башкир вроде довольно много, но в Оренбургской все же вас всего 30%, а Самарской и Пермской и говорить нечего. Были проведены 2 съезда в таком достаточно динамичном темпе. Оба съезда во многом повторяли тезисы друг друга. Главные вопросы, которые были выдвинуты на повестку дня, по сути, их можно свести к 2 основным. Первое – это провозглашение башкирской национальной автономии. На территории, которую охватывала бывшие башкирские кантоны, которые были ликвидированы, как известно, после военной реформы во второй половине XIX века, и формирование вооруженных сил.
Тем временем страна готовилась к выборам в учредительное собрание, назначенное на 12 ноября 1917 года. От Уфимского избирательного округа номер 11 по списку федералисты-башкиры шли историк, журналист и редактор Ахмед Заки Валидов, журналист Шариф Манатов, врач Гумер Куватов, имам-хатиб Мансур Халиков и другие. По спискам Оренбургской и Самарской губерний от башкир выдвигались Юнус Бигбов, Абдул-Ахад Фахриддинов, сын Ризы Фахриддинова, Хариф Юмагулов и другие. Однако точку в этом вопросе поставили большевики, опасавшиеся, что в будущем представительном органе России они будут составлять меньшинство. 25 октября 1917 года они совершили переворот и арестовали Временное правительство. Стало ясно, что процесс становления молодой Российской Демократической Федеративной Республики прерван насильственным путем. И хотя выборы в учредительные собрания все же состоялись, и даже затем состоялось одно единственное его заседание, это уже ничего не меняло. Октябрьский переворот стал триггером, запустившим процесс развала страны и гражданской войны. Через 17 дней после Октябрьского переворота 15 ноября 1917 года Башкирский совет ШУРО издает фарман номер 1. Фарман – приказ номер 1. В связи с тем, что 25 октября 1917 года Временное правительство России было свергнуто партией большевиков, в России начались междоусобные войны. Мы не большевики и не меньшевики, мы просто башкиры. Поэтому в дальнейшем башкирский народ и башкирские войска, а также стоящий во главе их всех Башкирский Центральный Совет в этих невероятных событиях последнего времени должны объединиться и действовать в союзе с теми национальностями, которые ставят целью осуществления территориальной автономии. Процесс федерализации страны шел явочным порядком, невзирая ни на чье бы то ни было мнение. Большевики, понимая, что инициатива в национальных окраинах уходит из рук, еще 2 ноября подписали Декларацию прав народов России, в которой гарантировали право народов России на свободное самоопределение, вплоть до отделения и образования самостоятельного государства. Но в искренность их заявлений никто не поверил. Фарман, приказ номер 1. Большевистское правительство в своей декларации от 2 ноября официально объявило само, что каждая нация имеет право на самоопределение. Различные национальности, конечно, не по объявлению большевиков, а по своей действительной потребности и начали создавать свои территориальные автономии. Украина, Бессарабия, казачье население, горские и дагестанские мусульмане и даже более мелкие народности, как калмыки и нагайи, уже захватили свои дела в собственные руки и твердо вступили на путь охраны своей жизни собственными силами, создавая для этого свои правительства и подчиняясь непременно только последним. События развивались стремительно. 14 ноября закончились выборы в учредительное собрание. А уже на следующий день казачий атаман Дутов захватывает Оренбург и выбивает оттуда большевиков. В этот же день Башкирский областной совет провозглашает автономию Башкортостана. Фарман, приказ номер 2. Башкирский областной совет объявляет башкирскую территорию Оренбургской, Уфимской, Самарской, Пермской губернии с сего 15 ноября автономной частью Российской Республики и приступает к фактическому осуществлению автономного управления Башкирией. Башкирские лидеры встретились с атаманом Дутовым и встретили с его стороны полную поддержку. Газета «Башкорт», 24 ноября 1917 года. Шариф Манатов и Ахмед Заки Валидов побывали у атамана Дутова. Казачий атаман высказался о своем благожелательном отношении к созданию автономного Башкортостана и публично объявил об этом перед своим штабом. Было Оренбургское казачье войско, которое стало отдельным государством, и было создано башкирское правительство, Башкирская республика, в которое вошло, собственно, органично башкирское войско. Это было понятно, потому что вспомнили прежние времена, и историческая память, вот это как раз пример. Историческая память очень долго сохраняется. И когда начались понятные события, связанные с приходом власти большевиков, то и Оренбургское, и Уральское казачье войско, и башкирское правительство, которые говорили о нахождении в качестве автономии, в составе России, обновленной России. Никаких идей там выхода не было. Все говорили, мы только в России, мы с Россией в автономии, но просим учесть наши интересы. Это было абсолютно нормально.
Эдвард Карр, сотрудник МИД Великобритании в 1916-36 годах, профессор Оксфордского и Кембриджского университетов. После того, как в Петрограде свершилась Октябрьская революция, Совет провозгласил себя национальным башкирским правительством, осудил большевиков и заявил, что он не принимает автономии от Советов. Башкирский совет переехал в Оренбург, где вошел в союз с казачьим атаманом Дутовым и провозгласил Башкирскую автономную республику. Итак, Башкирская республика была провозглашена 15 ноября 1917 года по старому стилю или 29 ноября по-новому. Именно эту дату следует считать временем рождения башкирской автономии. Соглашение между башкирским правительством и центрально-советской властью, подписанное в марте 1919 года, было лишь официальным признанием со стороны центра. Башкирская автономия вряд ли получила признание, если бы у башкир не было собственного войска, за плечами которого остались 1,5 года ожесточенной борьбы с советами. 8 декабря 1917 года в Оренбурге был созван учредительный Курултай башкирского народа, который утвердил провозглашенную башкирским шуро автономию и принял ряд основополагающих решений, касающихся организации органов власти и вооруженных сил. Было принято положение о так называемой «Малой Башкирии», которое юристы считают первой конституцией Башкортостана. Положение об автономии Малой Башкирии. Башкирия составляет нераздельную часть государства российского и представляет собой автономно управляющуюся страну с наименованием Малой Башкирии. В своем внутреннем автономном управлении и суде официальным языком является башкирский, тюркский язык. В сношениях же с центральными властями – русский. Территория Башкирии определяется теми ее границами, которые существовали до так называемого расхищения башкирских земель. Уфимской губернии проживало больше башкир, чем в Малой Башкирии по численности. Почти там 500 000 башкир проживало в пределах Уфимской губернии. И прекрасно мы знаем, что они все там писали в Москву и башкирком, чтобы они вошли в состав Малой Башкирии. Даже вот Бурай, вы прекрасно знаете это событие, везде, даже в Мензелинске, там все, они засыпали письмами, обращениями, вот, чтобы войти в состав Башкортостана. Башкирская республика, провозглашенная на территории так называемой Малой Башкирии, расположенной на стыке Оренбургской и Уфимской губерний, где башкиры составляли подавляющее большинство населения, со временем должна была распространиться на территорию всей Большой Башкирии или исторической Башкирии, которая была шире не только Малой Башкирии, но современной республики Башкортостан. В это самое время лидеры тюрко-татар, окончательно утратившие инициативу и влияние на массы, были вынуждены с большим опозданием вставать под знамена автономизма. Буржуазные националисты во главе с Гаязом Исхаки хотели провозгласить штат Идель-Урал на территории Поволжья и Южного Урала. В противовес им татарские коммунисты во главе с Мулануром Вахитовым и Мерсаидом Султангалиевым разработали план о татаро-башкирской советской республике. Изъяном обоих проектов было то, что их авторы не удосужились спросить башкирских лидеров и народ, желают ли они входить в эти образования. 1 марта 1918 года в Казани был провозглашен штат Идель-Урал. Однако его власть распространялась лишь на район Булак, то есть татарскую слободу города. Урало-Волжский штат просуществовал чуть более 20 дней, а затем был разогнан казанскими большевиками. Как только с ним было покончено, комиссар по делам национальности Сталин издал декрет о татаро-башкирской советской республике. Подписывая проект «Татаро-Башкирии», Сталин преследовал в первую очередь пропагандистские цели. Никакой реальной самостоятельности этой республики он предоставлять не собирался. Сергей Зеньковский, профессор Вандербильтского университета в 1967-77 годах, Нэшвилл, США. Сталин подчеркнул, что будущее Татаро-Башкирия будет авангардом революции на Востоке. Пусть же эта автономная республика послужит народам мусульманского Востока живым маяком, освещающим путь к освобождению от гнета.
Проект Татаро-Башкирской республики витал в воздухе еще около года, но так и не был реализован, в первую очередь из-за нежелания башкир, уже имевших отдельную республику. Тем временем башкирское правительство, освобожденное из тюрьмы, куда их заточили в феврале 18 года оренбургские большевики, перебралось в Челябинск, где в кратчайшие сроки было сформировано башкирское войско, состоявшее из 2 дивизий. Вместе с оренбургскими казаками они сражались против общего врага. У меня есть свидетельство, когда оренбургские казаки воевали на территории Башкирии, то вот я это хорошо знаю, мне рассказывали, очевидцы еще их застал, то когда заходила оренбургская часть, оренбургская сотня в башкирскую деревню, то их командир сотенный говорил, что здесь живут башкиры, наши братья, и, значит, их не обижать, не тронуть ничего, ни лошадей не забирать, ничего, ни в коем случае не обижать, потому что они наши братья. И оренбургские казаки башкир не грабили. Это было вот повсеместно. А башкиры, наоборот, поддерживали оренбургских казаков, пытались им помочь уйти, когда их красные начали выдавливать. То есть была взаимная поддержка. Они прекрасно держались друг за друга. Они понимали ту прежнюю историю, когда они были вместе на войне. Башкирские войска героически сражались на различных фронтах гражданской войны – под Екатеринбургом, Самарой, Орском, Стерлитамаком. Башкирское национальное движение надеялось на признание своей автономии со стороны белых правительств, но те откладывали решение вопроса на неопределенное время. В самом антибольшевистском лагере Урала-Поволжья произошли очень сильные изменения. Если раньше в нем диктовали условия и были, что называется, в авангарде в основном левые силы в лице эсеров и меньшевиков, то в результате военных неудач, в результате ряда других важных факторов эсеры и меньшевики оказались на дне политической жизни, а на первый план выходит, скажем так, достаточно такая реакционно настроенная военщина и прокадетские деятели. Эта неопределенность ни в коей мере не устраивала башкир. Им нужны были гарантии того, что проливаемая кровь не пропадет в туне. Окончательное разочарование в белом деле пришло в ноябре 18 года, когда адмирал Колчак был провозглашен верховным правителем России и в качестве такового объявил все областные правительства, в том числе и башкирское, распущенными. Башкирские войска и правительство не стали выполнять приказы Колчака и оказались вне закона. Ричард Пайпс, профессор Гарвардского университета, аналитик администрации президента и Совета национальной безопасности США в 70-х годах 20 века. Сотрудничество башкир с белыми длилось недолго. Оно рухнуло из-за отсутствия у белых лидеров такта и искреннего сочувствия к чаяниям малочисленных народов. А результатом разочарования в белом движении стало то, что башкирское правительство отправило своего переговорщика Мулаяна Халикова на другую сторону линии фронта. Узнав об этом, лидеры большевиков немедленно отбивают телеграмму. Предлагаем не отталкивать Халикова, согласиться на амнистию при условии создания единого фронта с башкирскими полками против Колчака. Со стороны советской власти гарантия национальной свободы полная. Ленин, Сталин. И вот 20 марта 1919 года в Москве между башкирским правительством и Центральной советской властью было подписано соглашение о советской автономии Башкирии. Башкирская автономия, она была провозглашена еще в 17 году, она функционировала в 18 году, то есть де-факто автономия существовала. А в 19 году, в марте, то есть вот эта существующая де-факто автономия, она была признана де-юре. Вот на что надо обратить внимание. И в данном случае для нас очень важно существование автономии де-факто. И это существование автономии, она непосредственно связана с башкирским национальным движением. И поэтому вот отрезать и выбросить вот эти 2 года, 17-18 годы, говоря о столетии башкирской автономии, мы никак не можем. В те дни шел 8-й съезд партии, на котором Ленин вступил в публичную полемику с Бухариным, противником самоопределения малых народов. В качестве примера тактической целесообразности соглашений с буржуазными националистами Ленин привел свою встречу с премьер-министром Финляндии Свинхувудом.
Когда мне пришлось в Смольном давать грамоту Свинху Вуду, представителю финляндской буржуазии, как это было нехорошо. Но это нужно было сделать, потому что тогда эта буржуазия обманывала народ, обманывала трудящиеся массы тем, что москали, шовинисты, великороссы хотят задушить финнов. А вчера разве не пришлось тоже сделать по отношению к Башкирской республике? Сравнение Башкирии с Финляндией не было случайным. Башкирская республика получила по соглашению широчайшие права. Она имела собственные вооруженные силы и проводила независимую экономическую политику, которую исследователи назвали автономным НЭПом. На территории Башкирии не действовала политика военного коммунизма и была сохранена рыночная экономика. Ричард Пайпс, профессор Гарвардского университета, аналитик администрации президента и Совета национальной безопасности США в 70-х годах XX века. Чисто формально данное соглашение было далеко зашедшей уступкой советского правительства. Соглашение подразумевало отказ от проекта Объединенной Татаро-Башкирской Республики и создание автономного государства с гораздо большим политическим и экономическим самоуправлением, чем то, которое Москва вообще была склонна предоставить своим республикам. Через год большевики отказались от подписанного ими соглашения с башкирским правительством. Республика была лишена большинства своих прав. Ее лидеры, в том числе Ахмед Заки Валидов, были вынуждены покинуть родину. Башкирское национальное движение обладало такой силой и таким высоким темпом, что даже после официального признания со стороны Советов в 1919 году Башкирская республика продолжала по инерции расширяться, пока в 1922 году так называемая Малая Башкирия не превратилась в Большую Башкирию. Башкиры Уфимской губернии, первоначально не входившие в состав автономного Башкортостана, мечтали о воссоединении двух частей исторической Башкирии и вскоре сделали свой выбор. В начале 1920 года на территории Уфимской губернии вспыхнуло так называемое «вилочное восстание» или «восстание Черный Орел», одним из лозунгов которого было присоединение к Башкирской республике. Это движение неспроста. Вот сами лидеры башкирского движения это добивались, чтобы... они знали, что там башкир очень много проживает. И всегда поднимали этот вопрос перед Москвой. Это и Муса Муртазин, как будучи председателем Башсик, он исполнил обязанности. Особенно Мулаян Халиков и так далее. Тот же самый Шагид Худайбердин. И все они ходатайствовали и так далее. Там они причины какие выдвигали? Во-первых, этнонациональные, что-то исконное, во-первых, этнонациональные, что-то исконная территория, вотчина земли башкир, там большая часть башкир проживает, вот самые были аргументы. В конечном итоге в 1922 году Уфимская губерния была упразднена. А к Башкирской республике, реализованной сначала в пределах Малой Башкирии, отошли Уфимский, Стерлитамакский, Белебеевский, Бирский и часть Златоустовского уездов. Так образовалась Большая Башкирия, почти совпадающая по очертаниям с современной республикой Башкортостан. Опыт Башкортостана, названный Ричардом Пайпсом первым экспериментом советской национальной политики, дал толчок федерализации России. Русский философ Георгий Федотов, предвидя будущее метание между унитаризмом и федерализмом, в своей работе «Проблемы будущей России» еще в 1931 году оставил своеобразное завещание. От русского к российскому. Россия не Русь, но союз народов, объединившихся вокруг Руси. И народы эти уже не безгласны, но стремятся заглушить друг друга гулом нестройных голосов. Для многих из нас это еще непривычно, мы с этим не можем примириться. Если не примиримся, то есть с многоголосностью, а не с нестройностью, и останемся в одной Великороссии, то есть России существовать не будет.